Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров 9 февраля прибыл с официальным визитом в Анкару. В международном аэропорту Эсенбога его встретил вице-президент Турецкой республики Джевдет Йылмаз. В рамках данного визита глава Кабмина принял участие в 11-м заседании Кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также по работе Кыргызско-турецкого бизнес-форума. Официальный визит Акылбека Джапарова начался с посещения мавзолея основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка Аныткабир. Он возложил венок к месту захоронения турецкого государственного, политического и военного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка и почтил его память. На встрече с представителями крупного турецкого бизнеса, а после и на Кыргызско-турецком бизнес-форуме Акылбек Джапаров призвал предпринимателей активно инвестировать в Кыргызстан. На сегодняшний день турецкие подрядчики реализовали в нашей стране около 70 проектов. Всего в стране работает около 300 компаний с турецким капиталом. За январь-ноябрь прошлого года товарооборот между Кыргызстаном и Турцией составил 560,5 миллионов долларов. При этом Турция стала крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана в 2022 году, а общая сумма инвестиций из Турции составила 341 миллион 600 тысяч долларов. По итогам 9 месяцев прошлого года Турция вошла в список 5 стран, которые вложили наибольший объем инвестиций в Кыргызстан. На форуме также выступили представители таких крупных турецких фирм, как Coca-Cola Кыргызстан, отель Шератон, Демирбанк и Эти Бакыр Терексай, которые ведут свою деятельность в Кыргызстане. Они подчеркнули, что в нашей стране имеются хорошие условия для ведения бизнеса. Напомним, что Садыр Джапаров в прошлом году и в этом году подписал указы о введении временного моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства. За январь-ноябрь прошлого года товарооборот между Кыргызстаном и Турцией составил 560,5 миллионов долларов. При этом Турция стала крупнейшим инвестором в экономику Кыргызстана в 2022 году, а общая сумма инвестиций из Турции составила 341 миллион 600 тысяч долларов. По итогам 9 месяцев прошлого года Турция вошла в список 5 стран, которые вложили наибольший объем инвестиций в Кыргызстан. На форуме деловые круги Кыргызстана и Турции обсудили вопросы сотрудничества предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. По итогам бизнес-форума, в котором приняли участие около 500 предпринимателей, было подписано 8 меморандумов о сотрудничестве и совместной реализации инвестиционных проектов. Экономическое сотрудничество Кыргызстана и Турции имеет большой потенциал, и Турция намерена вывести товарооборот между двумя странами на новый уровень. Затем председатель Кабинета министров принял участие в 11-м заседании Кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В повестке дня заседания были обсуждены вопросы сотрудничества в области экономики, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и других направлениях. По итогам заседания был подписан протокол заседания комиссии из 62 пунктов, соглашение по международным автомобильным дорогам и меморандум в области экспорта. Кыргызстан экспортирует в Турцию 400 тонн орехов. Такое соглашение было достигнуто по итогам 11-го заседания Кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Торговый представитель Министерства экономики и коммерции Турции Чингис Тохтобеков сообщил, что на основании заключенного соглашения первая группа орехов готовится к экспорту 15 февраля. Было подписано соглашение об экспорте 400 тонн джалабатского ореха в Турцию. Я подписал соглашение со стороны Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. Покупателем является турецкая компания Аваз Групп. Первая партия будет отправлена 15 февраля. Также Акылбек Джапаров сделал заявление для СМИ. Стало известно, что в этом году президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Кыргызстан с государственным визитом.
Сегодняшнее очередное 11-е заседание комиссии проводится в целях подготовки предстоящего государственного визита в Кыргызскую республику президента Турецкой республики Реджепа Таyyипа Эрдогана, который планируется в этом году. Такие мероприятия важны для обеих стран, поскольку только совместными усилиями можно увеличить объемы торговли, включая создание предприятий, привлечение инвестиций и реализацию общих экономических проектов. Отметим, очередное заседание Кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в следующем году на территории Кыргызстана. Рахат Батырбекова, Жашыл Кайсаков, ЛТР. Итоги недели.